Я только что вернулся с Урала, с Нижнего Тагила, с Уралвагонзавода. Я посетил этот завод не только потому, что он делает лучшие в мире танки Т-90, а я в последнее время занимаюсь оборонными предприятиями и хочу сформулировать феноменологию и по существу идеологию русского оружия. Но и потому, что Уралвагонзавод в недавнее время приобрел какое-то новое звучание, как некая базовая структура, откуда начался и продолжается отпор оранжевой революции, и откуда Путин черпает свой новый кадровый состав. Это очень интересная, уникальная ситуация, поэтому я там и оказался. Ну, конечно, поразительное зрелище этого сборочного цеха танков, где на конвейерных линиях, в 3 линии собираются эти машины, модернизируются старые машины, и вот эти сгустки брони наполняются деталями, жизнью, очень тонкими энергиями, вспышками света. На это плоское основание насаживаются катки, гусеницы, туда внедряется в его тело огромной мощности двигатель, потом поднимается на кранах и медленно опускается на танк башня с гигантской пушкой. И все это внутри перевито проводами, кабелями, тончайшими приборами, стеклом, оптикой. И соединение этих огромных массивов жесткого, могучего металла и хрупких, тонких, изящных изделий, стекла, электроники и компьютеров, это производит такое очень сложное и такое восхитительное впечатление. Меня там поразил запах в этом огромном цеху. Ну, конечно, это металлоразборочный цех, и там пахнет металлом, там пахнет краской, маслами всевозможными, озоном от сварки, каленым железом, может быть, горючим, потому что тут же заливают в двигатель, чтобы обкатывать танк. Но помимо всех этих сложных и понятных металлических запахов, там присутствовал какой-то еще особый запах, который я не мог определить, и потом подумал, что вот так пахнут вулканы. Вулканы, изрыгающие из недр планеты свои дымные, металлические, едкие запахи. Или какие-нибудь огромные скалы на берегу океана. И, видимо, вот так пахнет государство. Вот такими железными, таинственными и могучими дыханиями. Конечно, государство российское, потому что Люксембург там один парфюм, один шампунь, естественно. Я видел, как производится этот танк, я понял интригу, которая разгорается вокруг Т-90. В прессу ретивыми журналистами выбрасывается представление об этом танке как о сверхдорогом, или устаревшем, или несовершенном. Это все абсолютная брехня. По-прежнему Т-90 это лучший танк в мире. Он вдвое дешевле всевозможных западногерманских леопардов. Он по оснастке, по возможностям выше всех европейских и американских танков. Это танк, состоящий из 3 человек экипажа, а западные танки состоят из 4 человек. То есть их оснащенность такова, что она требует дополнительного человека. Этот танк очень низкий, очень мобильный, с могучими двигателями, с колоссальными формами защиты от налетающих снарядов. Это и активная броня, и способность выпускать навстречу летающему, поражающему средству встречный заряд и взрыв, распускать вокруг танка аэрозоль, в который врывается ракета противника и сгорает в этом аэрозольном пламени. Это сложнейшие оптические системы наведения, прицеливания, распознавания врага, распознавания лазерного луча, который начинает облизывать этот танк. Это, в общем, совершенная машина, и эта машина делается, и она идет на экспорт в Индию. Если бы это была плохая машина, если это дорогая индусы, очень щепетильные заказчики, не брали бы ее, а брали бы какой-нибудь Меркава или какой-нибудь там Абрамс. Однако они берут русский танк. Другое дело, что Министерство обороны пока воздерживается от крупного оборонзаказа на Т-90, предпочитая модернизировать прежние старые танки, полагая, что это удобнее и дешевле для министерства. Туда привозятся изношенные машины, их скоблят, чистят, разбирают, вышвыривают старые детали, заменяют новыми, ставят современную технику, компьютер, оптику. И по существу с конвейера сходит новый танк. Может, он по характеристикам уступает Т-90, но он вполне пригоден для несения боевых дежурств. Завод, Уралвагонзавод, это, конечно, гигантский завод, может быть, самый большой завод в мире, даже не в России, не в Союзе, а в мире. На колоссальных площадях он распространился. Одних дополнительных цехов там
30 цехов. Прежде чем эти все изделия сойдутся в сборочный цех, они производятся в 30 цехах. Такой завод был под силу только Советскому Союзу. Только Советскому Союзу. Второй такой завод уже не построить сейчас. Россию не под силу. Это завод государства. Потому что его строила опять вся страна, его строили свободные, его строили зэки. Это была целая плеяда красных директоров. Он замышлялся как только вагонный, но перед войной он стал выпускать Т-34. Это был главный танковый завод СССР, и половина танков, произведенных, была произведена здесь. Т-34, она здесь ковалась, отливалась, и она вылетала прямо с конвейера на поля сражений, и уже под Курском, и на Зиеловских, и в Берлине. Поэтому этот завод, он по своей такой вот фундаментальности, он является государственным заводом. На этом заводе не может быть другого мировоззрения, кроме мировоззрения государственного. И поддержать этот завод в наше время, по-видимому, стоит таких же усилий, как его создать. Вот эту махину поддержать и спасти от этих чудовищных 90-х, от коррупции, от нехватки, от невыплат зарплат, от ненависти к этому заводу всех деструктивных сил, как внутри России, так и за рубежом. Спасти этот завод – это колоссальное усилие и колоссальный подвиг, который осуществлен и реализован коллективом завода. Мы говорили с конструкторами, говорили о танках будущего, о том, как рождается новая танковая модель, о том, что, видимо, танк будущего, он прекращает быть танком как таковым, он становится особой машиной, может быть, даже без экипажа, управляемой по радио, что это и разведывательная, и поражающая одновременно машина. Это сложный комплекс боевых средств для войн будущего. Для войн будущего, который, конечно, отличается от той концепции супервойны с применением ядерного оружия, когда могучие советские танковые армии, стоя где-то под Магдебургом, они могли за сутки дойти до Ла-Манша оттуда. Эта форма войны, она ушла в прошлое. По-видимому, будущие войны, это войны достаточно очаговые, локальные, что не отменяет сам по себе танк, без которого невозможно было бы решить войну в Чечне, невозможно было решить войну с Грузией в 2008 году. И поэтому танковая идея, она не оставляет нашу оборону, не оставляет наше военное сознание. Но русский танк, это гораздо больше, чем оружие. Я исхожу просто из своей концепции того, что война 1941 года была священная война, победа, которую одержал Советский Союз, одержала Советская Россия, была священная победа. Ибо 30 миллионов мучеников, погибших на этой войне, это были святые люди, они сражались с космическим злом, они сражались с метафизическим злом, и их жертва была, повторяю, религиозная жертва. И поэтому эта война была священная, и все солдаты, и все погибшие, и все командиры, и все командующие дивизиями, и командующие фронтами, и генералиссимус, который вел это такое святое воинство к победе, все это святые люди. И оружие, которым достигалась победа, это святое оружие, священное оружие. Потому что в этом танке, в танке Т-90, если чуть-чуть напрячь в себе метафизическое сознание, метаисторическое, там существует доспех и броня, и меч, и шлем Александра Невского и Дмитрия Донского, они заложены в эту броню. И в этой броне, в этом танке Т-90 заложена будущая русская победа, отдаление супостатов, как внешних, так и внутренних. Поэтому этот танк святой, я бы так и назвал бы свой материал, святой танк. И когда после заводских наблюдений, бесед, я отправился на полигон или на танкодром, который тут же, и погрузился в эту машину замечательную Т-90, и молодой и изящный механик-водитель, и такой же молодой изящный командир двинули эту махину по танковым директрисам, и в течение часа они возили меня по этим ухабам, рытвинам, промоинам. Танк танцевал на месте какой-то фантастический вальс, как конькобежец на одной ноге. Он заваливался на бок, дифференты были. Я так вот колотился своим немолодым телом, а выступы брони, терпел все, и потому что Шендеровича посадить в эту машину, он понял бы, что такое государство российское, и унял бы свой протестный пыл. И около этого завода,
прямо около завода, у проходной, стоит чудесный храм, построен заводчанами. Храм Георгия Победоносца. И там среди канонических фресок есть одна небольшая фреска, меня восхитившая. Там среди вот этих на стенах, среди святых, ангелов, преподобных, среди Спаса, Богородицы, там нарисован горящий Рейхстаг. Ямина перед Рейхстагом, наполненная такими черными, темными, убитыми фашистами. И этот Рейхстаг мчится армада Т-34, стреляет огнем. Над ними летят ангелы, ведут эти машины к победе. И рать русских солдат выстрелилась и тоже готова к броску. И зачастую вот эта вот фреска, которую я видел, она абсолютно соответствует моему такому мировосприятию всего того, что я видел. А параллельно с этим я встречался с новым полпредом Игорем Рюриковичем Холманских, который вышел с этого завода, он был начальником этого цеха, до этого рабочим, беседовал с ним, понял, что Путин действительно с завода берет этот новый кадровый ресурс, это его новая гвардия развития, потому уже 3 человека, взятые в последнее время на крупные посты административные, и я думаю, что, может быть, когда-нибудь, когда Путин соберет на свое совещание представителей министерств, министров, концептуалистов, они, завершив разговор о государстве российском, выпьют по чарке водки и споют «Броня крепка и танки наши быстро».